основной источник вдохновения, что тебе нужно сделать Крым вот, крымско-татарским. А как его сделать крымско-татарским? Нашей архитектурой, языком, культурой, искусством, а по-другому никак не сделаешь. Можно много говорить, но это ничего не даст. Нужно, чтобы предметно человек, когда приезжал, он видел, куда он приезжает. И когда он заходит в интерьер, чтобы он понимал, что этот интерьер отличается от любого другого. Когда появляется глина, все, ты просто уходишь, ну не знаю, в транс какой-то. В этот момент я вообще не понимаю, что происходит. Я просто как одно целое с глины, с кругом. Если раньше у меня было понятие, что нужно работать там с утра до вечера, ты не можешь каждое изделие делать настолько качественно. Если ты садишься на поток, это становится потоковым. Когда ты делаешь искусство, тогда ты не смотришь на количество изделий, ты смотришь на качество. С детства была тяга постоянно что-то рисовать. С цветом никогда не работал в детстве. И как-то я его, наверное, не чувствовал как положено. Мне проще было все рисовать простым карандашом. И куда бы я ни ходил, я всегда там рисовал. К нам в гости приходили, я каждого из гостей рисовал. У меня была тяга именно к портрету. И мне казалось, что в будущем я буду портретистом. У меня, наверное, в генах это. У меня мой дедушка художник, Мустафа. Вот. Дядя художник, это его сын. У меня задача стояла передать характер. Вот основная задача. Даже когда я рисовал портреты, я начинал с глаз. У меня не было никакой грамоты изобразительной, как правильно, с чего начинать, что от общего к частному. Я начинал с глаз. Если глаза были похожи, то все, я был уже рад, и все остальное автоматически у меня дорисовывалось. Было много заказов, все заказы я рисовал бесплатно, просто отдавал людям. Вот что такое крымско-татарское искусство, ну, не было даже понятия такого. Вот, уже приехав сюда, обучаясь в институте, мой преподаватель Сычев Владимир Васильевич, он каждому из нас, у нас была многонациональная группа, там армяне были, русские, украинцы, ну и я крымский татарин. Вот каждый из нас, он как бы призывал каждого из нас изучать именно родные корни. Я познакомился с Мамутага Чорлу. Догнал его, я говорю, вы Мамутага Чорлу? Он говорит, да, я что хотел. Я говорю, ну, хотел познакомиться с вами, пообщаться на тему народного искусства. Он заходит в маршрутку. Я говорю, ну, хоть номер телефона, говорю, дайте мне. Он говорит, записывай, говорит, записать некуда, мобилки с собой нету, вся одежда осталась в библиотеке. И маршрутка вся ждет. Я беру палочку, оглянулся, смотрю, дерево рядом растет, а внизу глина как бы. Я беру палочку и говорю, диктуйте. Он диктует номер, вся маршрутка ждет, я записываю номер телефона сразу на этой земле. После того, как мы уже встретились у Мамутага дома, у него в мастерской, он мне показал фотографии орнаментов наших вышивок, чему я был просто удивлен, что они настолько классные, настолько разнообразной и с такой смысловой нагрузкой. Ну, это просто меня поразило. Я даже постыдился попросить у него там записать это все себе на флешку. Я понимал, насколько это, ну, какое богатство. Я думал, что даже спросить как бы не очень удобно. Там я уже ближе познакомился с Рустемом Скибиным. Я до пятницы учился в институте. В пятницу вечером я ехал к Рустему, оставался там с ночевкой, и в субботу мы ехали в Бахчисарай. Это были, наверное, самые такие фантастические, творческие дни. Обстановку передать просто невозможно, насколько там было здорово. Сам Бахчисарай вообще,
Я туда после Симферополя, когда попал, я точно понял, что это рай. Это было просто удивительная атмосфера. Там были курсы керамики, где преподавал Абдюль с Рустемом. Я напросился к Лютфи Ага, попросил его, можно ли жить у него двухэтажный дом, там был прямо рядом с мастерской. Он с удовольствием дал положительный ответ. Вот я там в течение 5 лет, я уже там жил. Вот вместе с Лютфи Ага мы начали это обучение, он также присоединился к обучению. Вот, мы вместе жили, учились, развивались, делились опытом. И я уже понимал, что я не буду идти никаким другим путем, я буду только керамистом. И заниматься этим буду профессионально. Но это мое, это такая свобода, это творчество, словами не передать, это нужно просто прожить этот момент. Когда только переехал народ, ему было совершенно не до искусства, каждый думал, как быстрее построиться, остепениться и жить, как прокормить себя. Сейчас, Аллаху шукр, уже наш народ встал на ноги, и у него есть возможность приобщаться к искусству, приобретать искусство, коллекционировать его, сохранять и даже заниматься искусством. Уже люди находят время на то, чтобы можно было приехать на мастер-класс, поучиться. Я вообще к деньгам не отношусь так, что разбогатеть, чтобы у меня было все самое лучшее. Мне кажется, больше необходимо оставить о себе имя, оставить народу те артефакты, которых на сегодняшний день мы не видим. И у каждого крымского татарина, если будет в интерьере хотя бы, если он даже не будет пользоваться, то это уже обогащает нас и делает нас народом. Причем народ, у которого все на своем месте, который не ущербный. Семья, да, семья – это такая интересная штука. Но мне повезло, что моя супруга так же в искусстве, как и я. И это нас обогащает. Наши дети растут, они видят, чем мы занимаемся. И волей-неволей они уже тоже садятся рисовать, садятся лепить, гончарить. Я думаю, это очень интересно, но, к сожалению, я не могу этим процессом руководить. Он может вообще уйти в другую профессию. Помимо искусства, цветы сажаю, музыкой занимаюсь, рисую на бумаге. Сейчас это редко, конечно, но тем не менее. Очень меня интересует огород, сад. Я очень люблю это. Я люблю прививать на деревья другие сорта, на грушу, другой сорт груши. Меня это радует. Различные цветы сажаю. Мне интересно, как оно все раскрывается, растет. Это же здорово. И это также является источником вдохновения, когда ты видишь, как вообще Бог такое разнообразие всего для людей очень подарил. У нас уже накапливается определенный фонд, уже музейный. Мы сказали, что у нас есть определенный старт на то, что мы хотим создать музей. И люди с радостью дарят нам изделия, как старинные, так и современные. И тихо-тихо это все позволит тому, что крымских татар не будут знать поверхностно, а будут глубже понимать вообще суть их обычаев, традиций, культуры. Это необходимо делать. Чем больше будет таких музеев, тем лучше, чем больше будет таких мест, где человек может отдохнуть, приобщиться вообще к тому, что делает мастер, и еще если он при этом будет видеть, какое было, например, до, какое сейчас искусство, это очень здорово.